так повезло, наверное, и нам всем, наверное, повезло, не только мне, в том плане, что мы получили возможность строить 4 новых дома культуры, и 6 домов культуры мы будем ремонтировать, ну, доводить до рабочего состояния. Но, к сожалению, еще есть деревни, села у нас. Даже нету домов культуры. Это Хазнидон, там еще другие селения. Вот в Ягдоне мы смотрели тоже, там есть бывшие подведомственные шахтерскому отрасли Дом культуры, который тоже в очень таком каком-то плачевном состоянии, но мы все равно будем, на него выделены деньги, тоже будем ремонтировать и будем что-то делать. На данный момент мы занимаемся и вернули из федерального подчинения кинокомплекс. И главой поставлена задача этот кинокомплекс восстановить и начинать со временем снимать осетинские фильмы. Вот у нас есть молодежь, которая училась, закончила актерские составы и другие технические составы, режиссеры, монтажеры, мультипликаторы даже есть у нас молодые ребята, которые не работают сегодня на республике, но они проходят жизненную и творческую практику в других регионах России и за рубежом. И ими тоже мы начали заниматься, чтобы они начали с нами контактировать. И мы хотим создать единую базу людей, которые занимаются творчеством. Она будет обязательно создана, потому что очень много предложений. Люди, наверное, услышали, что министр культуры готов принять всех, выслушать. Но не только выслушивать надо собирать и идеи, надо собирать людей, и совместно я один ничего не могу сделать, если и не сделает. Ни один человек никогда один. Если у него нету единомышленников, если нету людей, которые будут болеть так же, как я, проблемами их надо решать. На данный момент у нас происходит в республике передача 2 объектов культуры. Это филармония и музыкального оперного театра. Документы практически все готовы. Наша задача на сегодняшний день сделать инвентаризацию всего того, что там находится, и что мы будем передавать на 10 лет в аренду. Безвозмездное пользование Мариинскому театру, как филиалы Мариинского театра. Я надеюсь, что это повлияет очень положительно, с одной стороны. Положительно в том плане, что, конечно, уровень и возможности информативной медиа общения сегодня в нашем новом мире, новых реалиях, в которых мы сегодня живем. Мы живем сегодня в таком мире, когда информация может быть передана за доли секунды через посредством интернета. И это сегодня мы можем сидеть дома и смотреть симфонический оркестр в Люксембурге или где угодно, в Париже, в Праге, в Лондоне, в Нью-Йорке. То же самое Мариинский театр, он очень живой, действующий организм, и у них есть великолепный руководитель, и руководитель тоже один не может все делать, иначе ему создана такая команда, которая работает четко и в Владивостоке, и в Санкт-Петербурге, в Москве строится центр, тоже бывшее здание кинотеатра «Зарядье» тоже строится как Гергиев центр. Вот. Его хватает, слава богу, на все это, и мы только можем быть радоваться тому и благодарить то, что наш земляк обратил внимание на родину и сегодня может привозить к нам ведущих специалистов, звезд мировой оперы, классической, музыкальной направления, всяких суперизвестных, суперпопулярных исполнителей. Естественно, у нас будет возможность посмотреть, как этот организм работает, потому что у Георгия Валерия Бесталовича невозможно, по-моему, работает круглые сутки. Вот опыт работы с подведомственными организациями тоже интересно посмотреть, как он это все организуется, и как эти люди работают, в каком режиме, какой подход у них к вопросам культуры и вообще концертной деятельности. Потому что мы, наверное, варились в своем соку, и мы немножко, наверное, отстали. Я так думаю. В любом случае они не в рамках закона. Но им было предложено сегодняшнее здание, старый дворец пионеров, сейчас он дом детского творчества, потом в конном театре мы им предлагали, парк Жуковского предлагали. Но самое такое
разумное предложение это было, чтобы они перешли через забор и оказались на территории парка городского. Есть организация на территории парка, называется «Радуга», которая занимается организацией отдыха посетителей этого парка. И я говорил, что вот у вас есть возможность из неправового поля перейти в правовое, заключить с ними договор в взаимоотношениях. И не обязательно идти полностью подчиняться им. Можете жить, потому что задачи, в принципе, одни и те же. Это просвещение, это показывать свое творчество. У меня такое подозрение, я могу прямо говорить, что идет какая-то спекуляция. Спекуляция на эту тему. Потому что вот те предложения, которые делаются порталу, если бы мы такие предложения давали другим союзам, и, как вы понимаете, в Версуалане и вообще республике есть достаточно союзов и групп людей, которые тоже занимаются творчеством, и им такие предложения никто не делает. Хотите вот это, хотите то, хотите то. И в них нет ситуации сказать, нет, мы не хотим, нет, этого нам не нравится. Ну, это немножко спекулятивная ситуация, поэтому она мне не нравится. Я думаю, что, боюсь, что может оказаться, что они останутся у разбитого корыта. Мне хочется им помочь. Растоптать и сломать легче всего. Вот помочь им, но они тоже должны понимать, они не могут вечно диктовать условия республики. Сегодня госансамбль «Алан» не совсем конкурентоспособен в силу многих факторов. Я не хочу это сейчас озвучивать. Единственное, я хочу сказать, что новый руководитель, который туда пришел, Валерий Сланов, он закончил уже какое-то время назад ГИТИС, он специалист своего дела. И мы с ним встречались. Единственная задача, которую я поставил, а передо мной, естественно, глава поставил, чтобы госансамбль «Алан» в репертуаре были осетинские танцы. Они, если правильно сказать, конечно, они есть. Но эти танцы, которые поставлены лет 20, 27, 30 лет назад. И у меня такое ощущение, даже когда я министром еще не был, я в Москве приходил на концерты госансамбля «Алан», у меня было такое ощущение, что этим ребятам, да, они танцуют, технически как-то подкованы, но вот какой-то души того «Алана», который я помню был, такой какой-то души там внутри нет. Вот нету такого духа какого-то, когда выходит там. И такое ощущение, что пара мужчина и женщина танцуют, и они им равнодушно. Какой-то нету вот такой искры, которая должна быть вот в танце, в том же Шимде, в том же Хонгакафте. Поэтому задача в ближайшее время, чтобы они показали новую программу. Это очень сложно. Но за полгода работы, которую новый руководитель там работает, эту программу можно было собрать. Как все понимают, должен быть итог, результат. Если результата не будет, то, я прямо говорю, будут приниматься меры.